поиск. Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова, а «Персонально ваш» сегодня сенатор Совета Федерации от Республики Башкортостан и бывший вице-мэр Уфы Ирек Елалов. Что-то я немножко вас должности хотела понизить. +7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм, трансляции на Ютубе, на Фейсбуке у нас запущены. Пожалуйста, если пишете сообщения, не забывайте подписываться. Ирек Шмухаметович, давайте начнем с Дней Республики, которые у нас в Совете Федерации проходили 12 и 13 марта, в начале этого месяца. Как все прошло? Как это было? Ну, наверное, сразу вернуться где-то к началу декабря прошлого года, потому что тогда началась уже такая полномерная масштабная работа по подготовке документов, потому что итоговый документ, который был принят Советом Федерации, это результат многомесячной работы правительства, администрации главы, госсобрания, сенаторов, естественно. Лично в Рио, значит, Раифа Фаридовича Хабирова. И по оценкам, подчеркну, не моих оценкам, потому что это оценки наших коллег, сенаторов, руководства Совета Федерации, это одни из лучших дней регионов, которые прошли за последние 10 лет в Совете Федерации. Не по форме, а именно по содержанию. Потому что я сегодня даже вот на эфир специально сделал это постановление Совета Федерации. Оно максимально, так сказать, предметно, максимально рационально и максимально, так сказать, направлено на то, чтобы в течение 20, 21, 22 годов реализовать все вот эти вещи, которые были включены в это постановление. Опять же, хочу подчеркнуть по предложению нашего правительства Республики Башкортостан. Вот вы как раз говорили у нас как раз в эфире несколько недель, наверное, назад, что до 2019 года Башкирия вообще не принимала участие в таких днях. Неинтересно это было или некому этим было заниматься? Почему такое вот какая-то странная позиция Я могу была? сказать, что в 2018 году, значит, предполагалось такое мероприятие, даже включалось в план Совета Федерации, я разбирался. Но потом по каким-то причинам, неизвестным, так сказать, мне, я так и не смог узнать, республика не приняла участие в 2018 году в Днях Республики Башкортостан в Совете Федерации. И поэтому в 2019 году, когда, так сказать, готовились мы к этому мероприятию вместе с правительством Республики Башкортостан, был, конечно, определенный скепсис у коллег из Совета Федерации, потому что, ну, однажды обожглись, так сказать, да, на молоке, дуем на воду. Но еще раз говорю, вот профессиональная работа, она даже показала в тех комитетах, где шли обсуждения, значит, основных положений постановления, в основном голосование было единогласным. А зная, как работают комитеты Совета Федерации, там очень квалифицированные, опытные, так сказать, руководители федерального уровня работают. И, конечно, было приятно. Ну и в целом, вот по двум комитетам, где я участвовал в подготовке, это комитет по экономической политике и комитет по местному самоуправлению, делам Севера, я бы сказал, что очень профессионально коллеги наши доложили ситуацию. Ну и, конечно, венцом этого мероприятия было выступление Раифа Фаридовича, Константина Борисовича на пленарном совещании. Потом было, так сказать, практически 10 дней на доработку этого постановления, где уже в рабочем порядке были ряд моментов доработаны. И вот оно сейчас вышло, находится на сайте Совета Федерации, любой может ознакомиться с положениями этого постановления. Ну, давайте, может, какие-то основные моменты озвучим. Основные моменты, да, конечно, в первую очередь, я бы сказал, что все, так сказать, предложения республики по социальным объектам, они были включены. Ну, допустим, могу зачитать, да, вот предельно конкретный пункт 4. Рассмотреть вопрос о выделении в 2019 году дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях софинансирования завершения строительства зданий школ сельской местности на 340 ученических мест в поселке Шахтау, городского округа город Стерлитамак, и на 340 ученических мест в селе Прибельский, муниципального района, Кармасвалинский район. Ну что уже конкретнее, да. Далее, значит, можем посмотреть, допустим, по программе здравоохранения, что предполагается софинансирование ряда, так сказать, больничных комплексов республики.
Или, допустим, 7-й пункт — рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы мероприятий по реконструкции аэродромного комплекса Международный аэропорт Уфа. Вообще, так сказать, мы сейчас становимся, я имею в виду аэропорт Уфа, крупнейшим хабом по Волжье. Сейчас уже где-то 3,2 миллиона пассажиров. Я, насколько знаю, значит, Ради Фарич ставит задачу увеличить объем перевозок, чтобы стал это одним из главных аэропортов перевозок федерального округа. И наш потенциал, как говорят специалисты, где-то до 5 миллионов пассажиров. Это очень высокий уровень. Я хочу подсказать, что самый высокий уровень в советское время мы достигали 2,5 миллиона пассажиров. А сейчас уже по итогам 3,2 миллиона пассажиров. То есть это говорит, что летают не только жители Республики Башкортостан, но и нашим так называемым хабом пользуются и жители других регионов России. А вот по поводу как раз аэропорта Уфимского есть какие-то уже цифры конкретные, может быть, по срокам этой реконструкции, по стоимости, о том, кто будет выделять деньги, как, в каких долях, в каких процентах? Вы знаете, вот постановление Совета Федерации — это такой, скажем, стратегический документ, в котором расписаны те или иные направления, которые, так сказать, предлагала республика, над которыми еще необходимо работать на уровне правительства. Потому что все пункты постановления, которые вошли в постановление Совета Федерации, которые подписаны Валентиной Ивановной Матвиенко, они согласованы федеральными министрами. И сейчас вот задача правительства, задача сенаторов, депутатов Государственной Думы отработать уже второй этап прохождения этого документа, чтобы на уровне уже конкретных планов, на уровне министерств, ведом, это было все включено в бюджеты 2020, 2021, значит, 2022 годов. То есть уже, в принципе, не так далеко. Но самое главное, так сказать, инструменты есть, и это очень хорошо, что есть такой стратегический документ. До этого такого стратегического документа у нас не было. Да, вы знаете, когда мы с вами общались вот в предыдущий раз, вы говорили, что среди проектов, которые получили поддержку, была санация Уфахимпрома. Вот про это можете подробнее рассказать, что за проект этот, кто его будет делать, что предполагается, какие работы? Ну, во-первых, значит, очень важно, что нам удалось это уже на площадке Совета Федерации вынести эту проблему, обсудить и с Министерством экологии Российской Федерации, с профильным комитетом Совета Федерации. И то, что этот объект тоже вошел в постановление Совета Федерации. То есть проблема максимально заострена, так сказать, она вынесена на федеральный уровень. И сейчас работа нашего правительства Республики Башкортостан заключается в том, чтобы проект санации территории химпрома, я хочу напомнить, это 142 гектара заводских территорий, плюс где-то 42 гектара занимающих очистными сооружениями. Это все должно быть подвергнуто санациями, очищено от диоксинов и пущено во вторичный оборот, либо там разместится производство, либо там разместятся какие-то, так сказать, иные объекты производственного назначения, а может быть просто будет создана зеленая зона. Это уж как все решат республиканские и городские власти. Сейчас необходимо просто предметно работать Министерство экологии Республики Башкортостан и правительство для реализации этого пункта. Ну, то есть я правильно понимаю, что пока о каких-то конкретных деталях вот этого проекта речь не идет? То есть как это будет, ГЧП это будет, или это будет исключительно... Конкретика наступает тогда, когда появляется строка о финансировании проектно-сметной документации, когда появляется проектно-сметная документация, когда она проходит государственную экспертизу, в том числе экологическую, и когда, значит, проводится конкурс на санацию этой территории. Вот это конкретика. Сейчас только в начале пути, но это очень важно, потому что 8 лет последних мы занимались этой проблемой, она никак не сдвигалась с мертвой точки. По вашим оценкам, сколько времени может пройти, прежде чем уже конкретные работы начнутся на этом объекте? Тут два подхода. Значит, первый подход — это расчет только на федеральную, так сказать, программу и санирование территории. Здесь при самом благоприятном случае можно будет приступить к санации 2021-2022 год, не раньше. Но есть еще вариант так называемый инвестиционный. Значит, площадка очень качественная с точки зрения инфраструктуры, дороги, железная дорога, значит, все основные инженерные коммуникации, северный промышленный район города Уфы. И если найдется инвестор, если, так сказать, администрация города Уфы и правительство республики найдут инвестора на эту площадку, то территорию, в принципе, можно санировать и за счет инвестора. Потому что площадка очень выгодная для размещения, допустим, инновационных производств, там, начиная от малотоннажной химии, заканчивая там высокотехнологичным производством в области нефтепереработки.
Мгм. Возвращаясь вот опять к нашему разговору сразу после Дней Башкирии, вы говорили, что министр экологии также республики выступал там перед сенаторами, и его доклад, как вы говорили, да, в принципе, был достаточно высоко оценен. Это все происходило на фоне ситуации в Сибае. У меня, честно говоря, возник такой некий диссонанс, когда в Башкирии вот эта вот вся ситуация с тлением карьеры, а вроде как министр экологии отчитывается, его доклад высоко оценивают. Что именно он говорил, что именно высоко оценили, о чем этот доклад был? Значит, я сам на этом комитете не присутствовал. Я знаю это в пересказе своих коллег, сенаторов, ну и, соответственно, руководитель комитета соответствующего. И там вопрос стоял именно о тех проектах, которые предлагались для включения в проект постановления Совета Федерации. Я считаю, очень важный момент связан был с очистными сооружениями Белорецка. Вы знаете, Белорецк находится выше по течению реки Белой, и он сбрасывает в реку Белую стоки, которые потом проходят через, в том числе, наши заповедные зоны. Национальный парк, заповедник. И ниже по течению там находится масса населенных пунктов. И задача стоит сделать так, чтобы эти стоки соответствовали рыбоводхозу. То есть вода была намного чище, чем она забирается. Вот. И это важный момент. Потом это вопрос, связанный с санацией химпрома, еще ряд моментов. На тот период вопрос, значит, Сибая не поднимался и не рассматривался. Я думаю, по одной простой причине, потому что только сейчас пришло понимание, насколько я понимаю, значит, масштабность и сложность этой проблемы. Хотя я вам скажу, значит, я очень много ездил по Зауралю, работая министром ЖКХ. Там таких проблем, так сказать, это не один Сибай, их очень много. И они накопились за советский и постсоветский период очень прилично. Это касается всех зауральских городов, населенных пунктов. Там очень много, так сказать, объектов сложных с точки зрения экологии, которые необходимо санировать. Вы знаете, там золотодобыча продолжается. Это тоже очень сложный момент. Вы знаете, там идет работа в Учелах, в Сибае, там, в Аймаке и так далее, и так далее. Ну а что далеко ходить, вы знаете, что в постсоветский период на территории республики было, так сказать, свернуто ряд нефтедобывающих производств, особенно это северо-запад республики. Очень сложная ситуация там по поселку Семилетка, все, что связано там с канализованием этого поселка. Вообще экологических проблем накоплено много. И здесь Башкирия не лучше, не хуже других регионов. Это примерно ровная ситуация по стране, там, где присутствовала промышленность, особенно советская промышленность. Вы знаете, вот наш опыт повторил Китай. Как ни странно, знаменитый китайский рывок в экономике, он был за последние 30 лет совершен в том числе за счет того, что практически не уделялось внимания экологии. И они серьезно отравили свою страну, серьезно отравили. И сейчас Коммунистическая партия Китая ставит задачу, значит, восстановить экологию в течение 20 лет. Это громадные триллионы долларов вложения для того, чтобы восстановить водоемы, почву, воздух и так далее, и так далее. Все-таки довольно странно, что как раз эта ситуация в Сибае развивалась, о ней не упоминалось в докладе министра. А вот, в принципе, сама эта тема в Совете Федерации, она насколько обсуждаема? Вот тема Сибая, сенаторы поднимают ее? Значит, мы обсуждали, да, кулуарно обсуждали эту тему, значит, и абсолютно есть понимание, что проблема с Кондачка не решается, проблема очень сложная. И сам вот геологические, химические процессы, физические процессы, которые происходят на этой территории, они 100% до конца, так сказать, еще не описаны и не поняты. Потому что есть заключение ряда экспертов, есть заключение УГМК, есть заключение местной администрации, ну, скажем, там, видение этой проблемы, не заключение. Есть позиция нашего правительства. Здесь, я думаю, будет ситуация развиваться методом проб и ошибок. Я вам могу привести пример вот такой по нашей республике. В советский период на территории республики было произведено 7 подземных атомных взрывов. Для того, чтобы создать определенные, так сказать, подземные емкости для утилизации отходов химического и нефтехимического производства. Вот, это не только в республике, и в Центральной России такие взрывы были проведены, в Казахстане и так далее, и так далее. Вот отдаленные последствия, так сказать, никто не просчитывал. И вот, пожалуйста, тема, над которой тоже надо работать и понимать, хотя это на глубине там километр, 1,5 километра было все произведено.
Тем не менее, это проблема, и придется решать уже нынешнему руководству, нынешнему поколению. Все эти точки известны, так сказать, населенные пункты, которые вокруг них находятся, и тоже известны. Проблема. Получилось так, что действующей власти республиканской достанется очень много экологических приветов из прошлого. Раньше мы создавали мощную промышленную республику. Сейчас большим вызовом для республики будет, как минимизировать экологические последствия вот этого знаменитого промышленного скачка в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня сенатор от Республики Башкортостан Эрик Елалов. У нас коллеги, наши журналисты, присылают вопросы, в том числе вам свои. Вот объединю, наверное, вопрос Даша и Дмитрий подписались. Пишут, спрашивают, почему вы поддержали законопроект о наказании за критику власти и суверенный интернет. Значит, да, я проголосовал за и могу пояснить эту позицию. Дело в том, что все, кто критикует этот закон, вот из 10 человек, которых я спросил у нас в Уфе, ни один человек, который критикует этот закон, не прочитал этот закон. Я просто коллег отсылаю, прочитайте этот закон. То, что раздули в СМИ, там, что это драконовский закон, который ограничивает свободу слова и так далее, и так далее. Ну, поверьте, не так. И если анализировать законодательную, так сказать, правовую практику Западной Европы, я вам ответственно могу сказать, вот мы когда анализировали ситуацию на комитете, нам представлены были законы, действующие там в Австрии, в Германии, в Италии, они, так сказать, кратно более суровые, более жестокие и жесткие, чем тот закон, который принят в Российской Федерации. Вплоть до тюремного заключения, до 5 лет там есть. А вопрос, касающийся оскорбления власти, так сказать, вот там в разных странах до 5 лет можно получить. У нас же идет в основном административное наказание. Это, я думаю, первый шаг. Ну и потом, я вам скажу, как бывший мэр города Уфы, за 7 лет я неоднократно становился объектом информационных атак. Я бы сказал, не критики, а просто, так сказать, такого обливания грязью. Хотя я понимал и позанимался, и вычислили мы, узнали, кто это, чем занимается. Но я их всех простил. И поэтому не только власть, но и граждане России должны быть защищены от клеветы. От клеветы. И я еще раз отсылаю к этому закону. Внимательно его прочитайте. Закон вполне корректный, вполне, так сказать, укладывается в европейские нормы, которые мы принимаем по защите прав человека. Но вы знаете, тут, мне кажется, есть все-таки субъективная вещь, что считать критикой, что считать клеветой, да? Конечно. Кто будет доказывать, что, не знаю, вот сейчас я в эфире Москвы критикую власть, и за это меня можно там привлечь в итоге за критику по административной статье. Это правоприменительная практика закона. Ну, вы же понимаете, что в России это работает довольно интересно, довольно так, в одну сторону. Ну, как я вам сказал, я могу сказать вам вот по судебной системе, допустим, Уфы, да, или там республики. Да, значит, у нас же нет прецедентного права, допустим, как в англосаксонском праве, когда, если было какое-то решение суда, которое там 200 лет назад, так сказать, решением этого суда уже пользуются и все остальные, так сказать, ну, по такому же эпизоду. Мы неоднократно сталкивались, когда у нас в Уфе там разные районные суды по одному и тому же вопросу выносят диаметрально противоположные, так сказать, решения. Но это, так сказать, уже, еще раз говорю, правоприменительная практика, через это надо пройти просто. Просто так взять и научиться жить в правовом государстве сходу, так как переключатель, да, не получится. Это будет методом проб и ошибок. И я еще раз подчеркиваю, значит, многие законодательные акты, которые принимает Государственная Дума и Совет Федерации, который подписывает президент Российской Федерации, они проходят жесточайшее сито. Жесточайшее сито не только, значит, там правового управления, администрации президента, там, или соответствующих правовых управлений Совета Федерации, Государственной Думы, правительства, но и всевозможных, значит, общественных комиссий, НКО и так далее. И поэтому это плод компромиссов. Конечно, власти всегда охота себя оградить, да, максимально оградить и защитить. Эта власть, она везде себя одинаково ведет в мире. Если кто-то вам будет рассказывать сказки, что там в отдельно взятой Швейцарии или Японии власть как-то по-другому себя ведет, она поставлена в эти рамки. Поэтому она ведет так, как это себя ведет.
Что нам мешает поставить такие же рамки, чтобы у нас законы соблюдались так, как они должны соблюдаться, а не так, как хочется отдельно взятому, не знаю, чиновнику? Вот через комитет по экономической политике в прошлом году прошло там 300 законов. Это, поверьте, очень тяжелая работа, вот, прочитать закон, значит, его понять, потом внести какие-то предложения как сенатор, внести свои опасения. Я думаю, это все связано с тем, что мы были выключены 70 лет из этого процесса, обычного правового мирового процесса, выключены были. У нас были законы Советского Союза, их было там 3-4 десятка основных, и этим все регулировалось. Остальное регулировалось, значит, партийными документами. И самое жесткое наказание будет парбилет на стол. Да? Все это, значит, слом судьбы полностью для тебя. А сейчас, поверьте, невозможно за раз все сделать, так сказать, методом включить-выключить. Я вам приведу классический пример. У нас 30 секунд до конца первой части. Классический пример 131 закон о местном самоуправлении. Из лучших побуждений, который был принят, на основе создан европейских законов. И как мы сейчас не мучаемся все. Мы сейчас прервемся на новости, после них вернемся и продолжим наш эфир. 13 часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. В Ингушетии 4 местных жителей арестовали за участие в протестных акциях. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения митингов, сообщает Магасский районный суд. Еще 2 активистов оштрафованы на 20 тысяч рублей. В конце марта в Ингушетии, в Назране и Магасе состоялись митинги против соглашения границы с Чечней, на которых звучали в том числе требования об отставке главы республики Юнусбека Евкурова, напоминает МБХ Медиа. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не будет выводить людей на протестные акции по итогам первого тура выборов, несмотря на то, что считает их сфальсифицированными. По словам Тимошенко, любые протестные акции подорвут стабильность в стране и обострят внутренние противоречия. Политик подчеркнула, что не будет обжаловать в суде результаты первого тура. Тимошенко также заявила, что во втором туре не поддержит ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко. Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, обвиняемый в участии в экстремистском сообществе, заключил досудебное соглашение со следствием. Он отпущен под подписку о невыезде. Эту информацию ТАСС подтвердил адвокат Максим Пашков. Он защищает другую обвиняемую Анну Павликову. Адвокат назвал сделку со следствием давлением на других фигурантов дела. Минфин предлагает включить в налоговый кодекс 6 неналоговых платежей: утилизационные, экологические и гостиничные сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также сбор с большегрузов и операторов связи. В частности, это будет означать уголовную ответственность в случае от уклонения их уплаты в крупном размере. Как отмечает РБК, бизнес против инициативы Минфина. В марте на съезде РСПП предприниматели попросили президента не торопиться с включением сборов в налоговый кодекс. Президент Путин принял решение предоставить Беларуси государственный кредит в размере $600 миллионов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее выданным займам, сказал министр финансов Антон Силуанов. Общий объем долга Беларуси перед Россией превышает $6,5 миллиардов, напоминает Интерфакс. Между тем, бывший министр экономики Андрей Нечаев заявил, что президент не может принимать решение о выделении кредита Беларуси. Это нарушает принцип разделения властей и Конституцию. По словам Нечаева, использование государственных средств подобным образом должно быть отражено в бюджете. А бюджет – это прерогатива парламента. В данном случае это Госдума и Совет Федерации. В США бывшая помощница конгрессмена Эми Лапос рассказала о неуместных прикосновениях со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена. Ранее с похожим обвинением против Байдена выступила политик из Невады Люси Флорес. 76-летний Байден лидирует в вопросах среди возможных кандидатов в президента США от Демократической партии. Впрочем, он пока не объявил о своем выдвижении. Доллар на завтра 65 рублей 47 копеек. Евро стоит 73 рубля 32 копейки. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас плюс 7 градусов. В ближайшие сутки без осадков. И завтра днем до плюс 9. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Голова. Баш. Травма головы. Баш ярахаты. Травма головы. Баш ярахаты. В Стерлитамаке девочка получила травму головы в батутном центре. Стерлитамакта батут үҙәгендә бер ҡыҙҙың башы ярахатланган. В Стерлитамаке девочка получила травму головы в батутном центре. Стерлитамакта батут үҙәгендә бер ҡыҙҙың башы ярахатланган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Елена Черкова у микрофона и Ирик Елалов, сенатор Совет Федерации от Республики и бывший мэр Уфы у нас сегодня в гостях. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, не забывайте подписываться. По поводу законов, раз мы начали, вот все-таки просят коллеги спросить про закон о суверенном интернете еще, про критику власти мы с вами поговорили. Вот по этому поводу что можете сказать? Вы знаете, любое государство должно иметь возможность защитить себя и своих граждан. А от кого? Значит, в первую очередь это направлено от внешней угрозы. Потому что сейчас не секрет, что компании, экономические субъекты, граждане и целое государство подвергаются серьезному кибервоздействию. И, как правило, это, так сказать, недружественное кибервоздействие. Я вам приведу пример. Когда мы, так сказать, раскручивали сайт администрации города Уфы, а сейчас там со всеми подписчиками, по-моему, больше там 130 тысяч, в течение примерно полугода мы еженедельно подвергались массированным хакерским атакам. Вроде кому нужно, да, так сказать, это сайт администрации города Уфы. То есть то ли любители какие-то, то ли еще что-то, значит. Но это было, и мы методом вот проб и ошибок добились того, что наш сайт стал киберзащищенным с точки зрения негативного воздействия. Опыт ряда стран показывает, в том числе и натовская агрессия, которая была в Югославию, для того, чтобы выключить зрение или глаза системы ПВО, нужно очень немного. Поэтому все, что делается, это делается не направлено против граждан, как многие думают. Вот эту идею, что направлено против граждан, нам, кстати, иногда и подбрасывают наши, так сказать, уважаемые партнеры из-за пределов Российской Федерации. Государство само себя защищает. Потому что мы, конечно, не будем на таком уровне, как интернет Китая, где он фактически автономный, защищенный, и там люди живут, и никто не страдает от того, что у них там суверенный интернет, да. Но, по крайней мере, государство должно защищать... Не знаю, страдают или нет, они же нам не говорят об этом. Государство должно уметь защищать свою экономическую, банковскую, оборонную систему, так сказать, и
свой собственный сегмент интернета, значит, от таких вот, скажем, недружественных актов со стороны наших вероятных партнеров, я их так называю. Поэтому здесь, вы знаете, вот очень сложная такая дилемма. Есть как бы и права человека, да, значит, мы же прекрасно понимаем. Сегодня я сенатор, завтра я обычный, так сказать, пользователь интернета. И мы прекрасно понимаем, что когда вот гуляя поле, это для всех хорошо, да, полная, так сказать, свобода в интернете. Но с другой стороны, знаете, если, допустим, отключится электрическая система миллионного города, или отключат ее, вернее, при минус 30 градусов, к чему это приведет? Давайте, наверное, перейдем от тем федеральных к тем уфимским. У нас тут так много всего интересного происходит. Вот опять объявили очередной тендер на ремонт Уфа-аэропорт трассы. 291 с лишним миллионов рублей на 8-километровый участок. Как получилось, что эту трассу каждый год ремонтируют? Как получилось, что на эту трассу каждый год до 200 миллионов выделяют? Что с ней такого не так? Ну, начну, наверное, с того, что это дорога Уфа-аэропорт. Она проходит по территории двух муниципалитетов, Уфы и Уфимского района. Но в свое время республиканским правительством было принято решение, это еще при Муртазе Габдулловиче Рахимове, о том, чтобы всю дорогу передать городу Уфе для того, чтобы, так сказать, город Уфа содержал эту дорогу в целях того, что, ну, просто экономически, так сказать, и административно, да и организационно муниципалитет Уфа намного сильнее, чем администрация Уфимского района, чтобы было одно, так сказать, ответственное лицо. Мы, так сказать, ее содержим, вернее, сейчас уже администрация города ее содержит. И вообще у нас было 3 таких сложных объекта. Я сейчас назову их, если горожане слушают, поймут, почему такое-то происходит. Это так называемая дорога Уфа-Затон, сейчас нас носит проспект Дружбы народов, да. Это дорога Уфа-Дем, или сейчас Демское шоссе. И дорога Уфа-аэропорт. Вот 3 дороги, когда мы обследовали в 2007-2008 году, оказалось, что несущая способность дорожного полотна находится от 30 до 50% необходимого нормативного состояния. То есть, условно говоря, полотно дорожное труха. И какой бы замечательный асфальт вы ни клали, значит, на труху, вы всегда понимаете, что асфальт будет деформироваться и будет, так сказать. Вот при реконструкции дороги Уфа-Затон, она закончилась в прошлом году, если вы помните, полностью было заменено, в том числе и дорожное полотно. Это горожане видели. Полностью заменена, так сказать, подушка, основание, и по современным технологиям уложено дорожное полотно. То же самое произошло с дорогой Уфа-Дема. Вот 2 дороги мы навели порядок. По дороге Уфа-аэропорт очень сложная ситуация, связана с тем, что по-хорошему, значит, эту дорогу надо закрывать, разбирать дорожное полотно, заново делать дорожное полотно, потому что дорожное полотно, которое там выполнено, оно было выполнено в 60-е, 70-е годы. Сейчас нагрузка, вот я когда уходил, мы просчитывали, в середине 2018 года было 125 тысяч автомобилей в сутки. При нормативном расчете, значит, 30-45 тысяч автомобилей в сутки. При том, что в ГОСТе не рассчитаны дороги на эксплуатацию шин с шипами. Ну, нет просто такого в ГОСТе. И физический износ этих дорог таков, что приходится каждые 3-4 года ремонтировать. Вот в прошлом году сделали участок от Бельского моста до трассы М5. Обе части, да. В этом году, я насколько понимаю, мы планировали, и я думаю, сейчас и этот конкурс и связан с этим, будет ремонтироваться от дороги М5 до аэропорта. Приведу пример Москвы. Значит, в Москве в пределах Садового кольца и по основным вылетным трассам основное дорожное полотно заменяется каждые 2 года. Ну, максимум каждые 3 года. Потому что интенсивная нагрузка, я еще раз говорю, наш суровый климат, это сказки там рассказывают, что дорога может 10 лет простоять. Может простоять. У нас есть участки, которые 20 лет стоят. Но там проезжает 100 автомобилей в сутки, а не 125 тысяч автомобилей в сутки. Проспект Октября у нас в час проезжает в час пик до 20 тысяч автомобилей в сутки. Обычно нагрузка 10 тысяч автомобилей в час. Не в сутки, а в час. А в пик проезжает 20 тысяч автомобилей в час. Поэтому там такие колеи здоровые. Поэтому здесь выход один, значит, совершенствовать качество асфальта. А сейчас полностью, я знаю, в Уфе перешли на асфальт изверженных пород, по крайней мере, верхние слои это не доломитовый щебень, а это
гранит или диабаз, ну и так далее, так сказать, там ряд материалов есть. Как, кстати, в Скандинавии и в Канаде. Там тоже в северных территориях используются только изверженные породы. Я думаю, ремонт проведут, а потом все равно станет вопрос реконструкции целиком этой дороги с точки зрения, потому что есть уже проработанный эскизный проект расширения этой дороги, выездной до 6 полос, навес и выезд до трассы М5, там, где сейчас сужение идет. Это мы обсуждали в правительстве республики в 2013-2014 году еще. И тогда было принято решение в связи с подготовкой к ШОС и БРИКСу, времени оставалось, иначе перекопаем, отложить, и просто сделали верхние слои асфальта. Ну и потом вы не забывайте, уважаемые друзья, о том, что еще в 21 веке мы ездили по дороге Уфа-аэропорт, 17 километров неосвещенной дороги. Там появился свет, там построены трансформаторные подстанции, там построены питательные пункты, там уложены кабельные линии, и там забит колесоотбойный брус. Это тоже все падает, в том числе и в новое строительство, реконструкции, в содержании, потому что вот такое удорожание идет. Плюс, конечно, то, что мы там построили, значит, пешеходные переходы, плюс построили развязки, это позволило сделать эту трассу одной из самых безопасных. Раньше мы там в середине нулевых годов, я уж про 90-е вообще молчу, мы там теряли, так сказать, только на встречных авариях там по 10-12 человек в год. Сейчас это одна из самых безопасных трасс. Вот эти пешеходные переходы, они вообще там насколько нужны? Там же раз человек, я не знаю, раз в день пройдет. Ну, понятно, на школьный много ходит. На школьный дальше... это в первую очередь сделано для детей, которые ходят в школу. Здесь мы должны четко понимать. На школьный он оправдан, да. Абсолютно. А вот дальше? То, что построено, значит, на кафе-отдых, это построено не за бюджет, за счет инвесторов, владельцев кафе-отдых. Это первый случай, когда инвестор профинансировал инфраструктурный проект. И ему, так сказать, до сих пор огромное спасибо и глубокий поклон. Потому что построить объект стоимостью почти там, в 50 миллионов рублей, ну, это дорогого стоит. И он решил вопрос тех вот аварийных ситуаций, пробок, которые возникали там. Больше вопросов вызывает пешеходный переход, который построен в микрорайоне Спутник Уфимского района, потому что считается, что нагрузка должна быть не менее 5000 человек в сутки, когда строится надземный. Едва ли там... Мы там считали, там проходит 30-40 человек в сутки. То есть абсолютно, так сказать, мизерное количество людей. Он тоже лежит на бюджете города, этот переход? Да, мы построили. Ну, мы при поддержке правительства его построили. То есть это не город финансировал, правительство нам дало деньги. Мы выступали как заказчик. Но этот переход построен на перспективу. На перспективу, и он будет со временем загружен. Хотя мы предлагали этот же аналогичный переход построить в районе Зубово-Чесноковки. Потому что там есть большой трафик и много обращений людей. А на второй этап уже отложить вот строительство в Спутник. Но было принято на уровне республики это решение все-таки в Уфимском районе построить. А нас обязали как заказчика построить этот объект. Нам слушатели присылают как раз вопросы по поводу дорог. Алексей спрашивает, к кому можно обратиться и как заставить руководство города и организации, обслуживающие дороги, расширить узкие места в городе на основных магистралях, типа вечной пробки на сужении 50 лет СССР, где есть реальное место для расширения. Есть ли там, во-первых, место для расширения и выход ли это? Вы знаете, вот когда мы видим визуально картину, нам кажется, что ничего проще нет, чем перенести бордюр там на 2 метра или там на 2,5 метра расширить проезжую часть. Мы с вами расширили за последние 10 лет более 100 участков дорог и улиц. За счет этого Уфа, в принципе, и спаслась. Если бы мы эту программу не реализовали, да, так сказать, ну, в Уфе была бы просто катастрофа, примерно так же, как сейчас в Самаре происходит, или там в Екатеринбурге. Вот, или в центре Казани, где жуткие пробки просто. Вот, мы эту работу провели. Хочу напомнить, что подверглись жесточайшей критике СМИ, тем не менее эту работу провели. Дело в том, что помимо надземного города существует так называемый подземный город, который вы не видите, уважаемые уфимцы. И часто простое расширение дорог приводит к тому, что надо переносить магистральные сети, трубы большого диаметра, газопроводы высокого давления, теплотрассы, водоводы, канализацию. Это удорожает стоимость дороги в разы. Иногда часто перенос инженерных коммуникаций стоит дороже самой дороги. И поэтому, конечно, в этом плане другое дело, что вот та программа расширения и реновации перекрестков, по которой сделано около 60 перекрестков в городе Уфе, надо продолжать. Я знаю, коллеги ее будут продолжать и в следующие годы. Она позволяет эти правые повороты, развороты за 50 метров до перекрестка,
Это, кстати, ноу-хау уфимское, которое стали реализовывать везде. В городах-миллионников. И в Казани, и в Екатеринбурге, и в Самаре у нас подсмотрели. Эта схема была придумана ровно 10 лет назад. Ровно 10 лет назад, в 2009 году. Тогда я работал первым заместителем у Павла Юрьевича Качкаева. Вот тогда мы с Динаром Загидовичем, Павлом Юрьевичем посидели, покумекали, вот придумали такую схему. Она не прописана, кстати, ни в каких ГОСТах, нормативах. Это просто мы добились соответствующего согласования. Другое дело, что помимо вот тех известных улиц, по которым ездим, есть проекты реконструкции и реновации ряда уфимских улиц. Я знаю, вот в этом году должны приступить к Комсомольской 8 марта, да, которая будет параллельно. Потом есть ряд предложений по так называемому Западному шоссе. Западное шоссе — это створ, где мы не построили скоростной трамвай, который остановили. По генеральному плану Уфы он проходит до улицы Ленина. От Черняковки это разрезает, идет вдоль железнодорожных путей, чуть выше. Улица, которая разрезает этот лесной массив, но которая позволяет транзитом уводить потоки и перемещаться. Там, конечно, я думаю, будут очень большие сложности с реализацией, потому что это парки, леса, и вряд ли, так сказать, люди поддержат это предложение. Но вот архитекторы питерские нарисовали так, для того, чтобы решать транспортную проблему. Ну и, конечно, строительство, я очень доволен и рад, как уфимец, о том, что, так сказать, руководством республики, дорожным комплексом республики, там, этой идеей сейчас занимается Раиф Рамазанович, вице-премьер, возобновить строительство проспекта Салавата Юлаева. Тех недостающих еще 10 километров, которые надо построить для того, чтобы он был построен и заработал, так сказать, по-настоящему. Продолжая вот эту тему, по поводу разметок еще хочется. Жаловаться, значит, вопрос был жаловаться. У каждой дороги есть балансодержатель. У каждой дороги. И это все раньше размещалось на официальном сайте, на карте дорог. В основном все магистральные дороги содержат муниципальное предприятие по содержанию и благоустройству. Ряд дорог содержат федералы. Ряд проездов и дорог промышленные предприятия, организации. Ряд дорог принадлежит частному бизнесу. Это надо просто разбираться. Посмотреть, где чья дорога, и туда обжаловать. По поводу разметки. Вот в понедельник Динар Гильмудинов на оперативке в правительстве рассказывал, что у нас вообще в республике нет разметки, что в Уфе ее в том числе нет, и что ее рисуют каждый раз вот этой вот краской специальной, а потом она вместе с первым дождем стирается. В чем проблема? Почему нельзя решить эту ситуацию раз и навсегда? Есть же технологии. Или это дорого, или это невыгодно, потому что... технологии есть, механизм есть. Я могу привести пример. Пока единственный город, который целиком полностью справляется с этим направлением по дорожной разметке, это Москва и частично Московская область. Потому что там целиком перешли на, так сказать, современные полимерные материалы, и там разметка обновляется несколько раз в течение года. У нас же, так сказать, по нормативам мы один раз разметку положили, ну и ждем, пока она сотрется. До следующего года. Это неправильно, значит. Разметка — это очень дорогостоящая вещь. Это один из важнейших элементов обеспечения дорожной безопасности. И мы должны работать примерно на московском уровне. Хотя бы 3 раза в год ее обновлять на основных участках и магистралях. Она должна быть пластиковой. Она должна быть из современных материалов. Она должна быть из светоотражающих полос, да. И это очень дорогое удовольствие. По сравнению с обычной разметкой, это от 3 до 5 раз дороже. Зависит от ширины полосы, от высоты разметки, потому что она и по высоте разная. Когда вы колесом заезжаете, вы ощущаете. Такая, да, ее чувствуешь. Вот поэтому здесь вопрос бюджета. Значит, если в бюджете города найдутся или там республика поддержит, то в Уфе можно это сделать. Но на разметку придется тратить там в десятки раз больше, чем тратим сейчас мы. Чем сейчас муниципалитет тратит, надо будет тратить в десятки раз больше для того, чтобы добиться разметки. Понимание это у всех уже есть, тем более сейчас автопроизводители, многие закладывают уже функции автомобиля, так сказать, контроль дорожной разметки, да, когда ты на автомобиле двигаешься. Ну, по крайней мере, машины бизнес-класс, дорогие машины, а сейчас уже и обычные автомобили такой опции на Западе комплектуются, и у нас это к нам все придет. Я думаю, это вопрос бюджета. От того, что кто-то не хочет, там мэр сидит и не хочет делать такую разметку, ну, это глупость. Нет, конечно. Немножко конспирологии. Я люблю конспирологию. Может быть, просто это невыгодно. Ну, когда ты красишь обычной краской разметку, ты можешь несколько раз выгнать машину и какую-то часть денег еще себе вот, там... Это как миф о том, что, значит, вот дорожникам выгодно, что плохие дороги были, потому что каждый раз надо ремонтировать. Но это бред.
как у нас любят говорить некоторые политические деятели, сивые кобылы. Да? Я вам приведу пример. В Уфе 1500 дорог с твердым, 1500 километров улиц с твердым покрытием. А вы знаете, я уже эту цифру каждый год называл, почему-то мимо ушей журналистов проходит. У нас 142 километра дорог без асфальта в Уфе. 142 километра в столице Башкортостана улицы без асфальта. Там либо щебеночное основание, либо грунтовое основание. Вот, пожалуйста, вам источники пыли и грязи, с которыми мы боремся. За последние 7 лет мы там десятки километров защебенили. Это, в первую очередь, частный сектор, сады, всевозможные подъезды к гаражным кооперативам. Вот, хотя бы 142 километра давайте заасфальтируем, да, так сказать, в городе Уфе вот этих дорог. И у нас сразу резко станет меньше, так сказать, затрат на обслуживание и содержание города, потому что меньше надо будет грязи и пыли из города вычищать. Возьмите Уфимский район. В Уфимском районе вообще, так сказать, катастрофа с местными проездами и дорогами, потому что та грязь, которая выносится из поселков спутников и так далее, так сказать, там нужно тоже дороги делать. Потому что надо бороться с источниками грязи, чем мы и занимались. Потому что... А источники грязи где? Там, где нет асфальта, там, где неблагоустроенные дворы, и там, где, значит, люди заезжают на газоны. Вот 3 основных источника грязи. Да, 4-й — это наши уважаемые строители. Да. СМС-ок у нас тут много, давайте к ним перейдем, у нас 6 минут остается. Прокомментируйте дело Гурьева и связано ли оно с чиновниками мэрии Уфы того периода. Какова, на ваш взгляд, перспектива этого дела? Евгения Гурьева вчера задержали, завтра будут избирать меры пресечения. Да, я прочитал на сайте Следственного комитета. Конечно, это печально, что такое происходит с бывшими высокопоставленными чиновниками правительства. Никак это не касается сотрудников мэрии города Уфы, потому что речь, насколько я понял, из материалов, которые опубликованы в прессе, и в материалах Следственного комитета идет о землях, которые принадлежали, так сказать, республике. У нас таких земель в городе много, которые принадлежат республике, которые не разграничены, которые принадлежат федеральным ведомствам. Этой землей распоряжается, так сказать, соответствующее ведомство. Прокомментировать пока никак не могу, потому что для того, чтобы комментировать, надо понимать фабулу и суть. Насколько я там понимаю, из средств массовой информации там инкриминируется какой-то ущерб. 27 миллионов. 27 миллионов, да. Как его считало следствие, как считали его сотрудники Минимущества, значит, здесь надо смотреть. Поэтому, конечно, это прискорбно. Но я скажу так, это не что-то необычное. Сейчас уже много ездили по регионам, по стране. Знаете, уже с завидной, так сказать, регулярностью привлекаются высокопоставленные чиновники к уголовной ответственности по всей России. По всей России, невзирая на ранг, невзирая там муниципальный, республиканский, региональный, федеральный уровень. Я думаю, так сказать, это общая тенденция, и все это уже почувствовали. Довольно удручающая тенденция на самом деле. Салават спрашивает, должны ли уфимцы выбирать мэра города прямым голосованием? Ну, мне этот вопрос 7 лет подряд задавали, и я всегда говорил, я не возражаю. Пожалуйста, сейчас все еще не возражаете? Абсолютно не возражаю. Какая форма будет принята, значит, назначение руководителя или выборов руководителя муниципалитета, это, значит, прерогатива муниципалитета и республиканских властей. Потому что и те варианты, они, так сказать, имеют место быть, в том числе и в Западной Европе. Я могу сказать, что во Франции большинство мэров не избирается. Никто от этого не умер. Там назначаются они, да. В общем, в ряде стран, наоборот, так сказать, англосаксонских, там выборы прямые, открытые, да. В ряде система такая, как у нас, сети менеджеров. Здесь же ничего такого сверхроссийского не придумали в области. Вот сейчас сети менеджеры основной, так сказать, стало такой приемом, что ли, избрания городоначальников. Вот я работал, трижды избирался сети менеджером, назначался, потому что сложно назвать то ли назначение, то ли выборы, там такая двухступенчатая структура. Если будут открытые выборы, это, во-первых, не является панацеей о том, что придет человек, который сможет лучше управлять, точно так же, как и система сети менеджеров не является гарантией. Поэтому здесь разные формы имеют право на существование. Просто с точки зрения любого горожанина, я его прекрасно понимаю, уфимцы, да, личное участие в выборе мэра, это, конечно, так сказать, это более такая демократическая процедура, чем, допустим, прямое назначение или там система сети менеджеров.
менеджерства. Я считаю, вот у нас несколько городов всего крупных в России осталось, где там прямые выборы. Ну вот прямые выборы у нас прошли в Усть-Илимске, да? Победила домохозяйка. Домохозяйка, так сказать, милая женщина, еще с определенной инвалидностью, да. Ей будет очень сложно управлять городом. Вся надежда на то, что, значит, будет подобрана команда. И я там чуть-чуть в курсе, я думаю, там уже рассматривается о том, что первый заместитель будет очень такой, понимающий толк в городском хозяйстве. Но мы не дошли до такого уровня, значит, самоорганизации гражданского общества, чтобы у нас, как в Милане, там, как в Турине, могли избирать, никакого здесь нет, так сказать, посылок к женщинам, где избирают женщин там, с гуманитарным образованием, да, 30-35-летних, потому что там самоорганизация настолько высокая, что там уже не столь важно, кто будет мэром. Много вопросов по поводу дела Александра Филиппова. Очень коротко спрошу. Дмитрий Колпаков просит пояснить, почему с адвокатом пришли. У нас буквально вот 35 секунд. Я всегда везде. Все, что касается как юрист по образованию, я везде на любые мероприятия, связанные, значит, с правоохранительной системой, судебной системой, всегда хожу с адвокатом. Это мое кредо, которому меня изменяю последние, дай бог, 30 лет. И всем советую, значит, придерживаться этой процедуры. Это обычная мировая практика. Если вы хотите, чтобы у вас было все нормально, не надо переоценивать свои силы и возможности. Для этого, так сказать, надо работать с юристами. Это был Ирик Елалов. Спасибо, пока.